Пошла жара. Так, здорово всем опять. С вами я с поселка Заполярный. Это один из многих поселков вокруг Воркуты. Он, как и эти многие поселки вокруг Воркуты и около шахт, полузаброшен. Он там сзади меня такой дестрой мощный. Погода здесь сейчас по-северному суровая, ветрило поливает. Сейчас вроде так ослабло, но минут 10 назад прям хорошенько так поливало. Я вон подготовился ко всему этому прочему. Сзади от меня заброшены эти дома. И еще я не вижу ваших комментариев почему-то. Можете ничего не писать. Я прочитать это не смогу. Я смогу только в одностороннем порядке с вами общаться. Так вот, сзади эти заброшенные дома Заполярного поселка. А вон там тот самый бескрайний север. Тысячи и тысячи километров. Многие опять спросят: Саня, нахрена ты попёрся сюда? Я повторю, вот с Мальдив, с Гоа у всех есть фотки, а у кого есть Заполярный? Это сам такая первая главная причина. Вообще здесь здорово, на севере. Тихо, спокойно. Народ работает, трудится. Он, конечно, доведен до ручки, что можно сзади лицезреть. Прям Припяти никакой не надо. У нас все на нашем севере крайнем есть. У меня чисто для себя хорошие новости. У меня фотоаппарат не сдох. 2 пленки уже отщелкано. Это я первую угробил из-за криворукости. Но, может быть, 3-я тоже угробится. Но, опять же, это все терпимо, потому что 2 уже отщелканы. Одна Portra 800 кодек, и одна кодек TX400 черно-белая. Даже не знаю, что вам лучше показывать. Заброшенный дестрой сзади. Или бескрайний север. Я опять же научился, закупился средствами от комаров. И вокруг меня сейчас на камеру не видно, но вокруг меня такой в полуметре ореол из комаров. Они пытаются атаковать, но не хотят, не могут. Нашел я тут стульчик, чтобы на нем посидеть. Вообще, как можно видеть, тундра-то она красивая. Вон сзади клевер такой жирный. Кстати, это нифига не наш южный клевер. Его здесь никто не стрижет. Он такой вот прям огромный, жирный. Такое молоко, наверное, можно было бы запиливать с этих коров, которые жрали бы этот клевер. Опять же, здесь круто. Правда, блин, я в такую задницу забрался. Тут до кольца 14 километров по дороге раздолбанной. И сейчас до 12:30 сидеть ждать автобуса. Че еще? Приеду в Воркуту с Заполярного. Может, в Рудник схожу сегодня. У меня еще 1,5 дня в запасе. Дождик тут продолжается. Такой слабенький, но терпимый. Благо у меня телефон влагозащищенный. Но рисковать я предпочитаю не рисковать. Вот сейчас вот вроде притихло. Опять же, до этого прям так очень мощно поливало. О, дождик усиливается. Ладно, это не проблема, не промокну. Я же знал, куда еду. Не в Турцию же. Купил хорошие резиновые сапоги. Дождевичок. Ох, собака, блин, поливать начинает. Короче, круто здесь. Даже магазин с продуктами в этом Заполярном полузаброшенном. Тут было до развала Союза, по-моему, 14 тысяч населения. Осталось 1,5. И это, конечно, все очень грустно выглядит, что вот была жизнь, жизнь ушла. Дома заброшенные с разбитыми стеклами. Я, кстати, так и не могу понять, а что надо стекла вечно бить в этих домах? Если вот ты уходишь из дома и
дом покидается людьми, и там почему-то все время стекла разбитые. Вот хрен его знает. Еще тут тьфу-тьфу, чисто физическими методами решена проблема гопников. Их тут просто нет. Тут вообще людей нет. Он уже 5 минут трансляцию веду, там сзади хоть кто-нибудь бы прошел. Нет. Если в Воркуте еще ходил народ, то здесь только комары таким ореолом меня окружили. Сожрать хотят, но не могут. Потому что я полил на себя всякой хрени, кстати, еще не помешает полить. А то они тут очень такие злые, пористые. И не вонь. Так вот они тут злые, напористые, наглые самоубийцы, которые не обращают внимания ни на то, что ты их убиваешь. Олег, надеюсь, ты это скоро репостнешь. Потому что здесь круто. Тебе понравилось бы. Все-таки я считаю, что имхо, конечно, мне мнение хрена споришь, но в апреле-марте сюда ехать так себе идея. Почему? Ну, во-первых, все-таки сейчас теплее, как ни крути, чем в апреле. Во-вторых, вероятно метели. Ветер и дождь это не так погано, как метель. Все-таки. И если, допустим, вышел ты гулять, зарядил дождь с ветром, окей, от этого можно спастись. Вот вышел ты гулять, и там все тает, все в говне. Или метель началась. Вот метель это жесть, наверное, здесь будет. Мы-то с большой земли люди слабо себе представляем, что такое метель. А метель это жестко. Это вот у нас в Петербурге посыпал снежок пару часов, и уже весь город на ушах стоит. А тут полдня снег сыпет, и ветер метров 15 в секунду, а то и больше. Сутки сыпет, 2 суток сыпет, то и 3. И жизнь, по сути, замирает вот в этих поселках во время метели. А потому что тут кольцевая же дорога, Воркуту опоясывает. И как бы по идее-то ее чистить надо. Но это чистить бесполезно, потому что спустя 5 минут все опять будет заметено. Ну, собственно, поселки эти во время метели отрезаны от внешнего мира. Вот так попадем мы в метель с тобой в апреле-марте, и все, и не уедем никуда. Потому что поселки эти на самообеспечении ходят.